общежитии одного из жилых комплексов города Алматы неизвестная женщина напала на курьера. Подробности у нашего корреспондента. Пострадавший курьер находился на доставке. Женщина, увидев его внешний вид, испугалась, подумала, что перед ней либо наркоман, либо, как она выразилась, зомби, и в панике напала на него. В ходе проверки установлено, что курьер не имеет отношения к наркотическим веществам. Просто в его организме почти не осталось крови. По его словам, он все сдал на платной основе. Недавно ездил в Дубай, пособие пришло, решил съездить. Не знал, что там расходы на мобильную связь совсем другие. Постоянно звонил жене по видеосвязи. Специально отправлял теще разные видео, чтобы ее выбесить. Потом еще одноклассникам хвастался. В отеле спокойно смотрел YouTube без Wi-Fi. Когда вернулся в Казахстан, оказалось, что задолжал около 3 миллионов тенге за связь. Чтобы вы понимали, это почти как годовой бюджет Екатеринбурга. Чтобы закрыть этот долг, зарплаты не хватало. Сдавал кровь, почку, и все равно не хватило. Поэтому еще подрабатывал курьером. В тот день был уставший после работы, плюс анемия. В лифт со мной зашла одна пожилая женщина. Я спросил, вам на какой этаж? А она в ответ начала бить меня сумкой и избила. Если бы я знал, что в Казахстане есть компания FunSim, я бы в такую ситуацию не попал. Действительно, если бы перед поездкой за границу молодой человек обратился в нашу компанию, подобной ситуации удалось бы избежать. Компания FunSim предоставляет мобильный интернет более чем в 190 странах мира с доступными тарифами и круглосуточной живой поддержкой. Поэтому перед выездом за границу рекомендуем заранее подключить сим-карту или eSIM от компании FunSim. Джулия Джусаева, Яна Яматы-Кудасаева, телеканал ПТК.